Привет всем. Сегодня у нас что-то интересное намечается. Меня вот попросил Семен стать тайным покупателем сети ломбардов, да? Как называется? Сети ломбардов. Секретным названием, которым нужно улучшить сервис и открыть глаза на некоторые вещи, которые у них происходят. В общем, задача такая стоит, то что сказали, что продажи упали, и есть подозрение, потому что это из-за того, что обслуживание плохое. Ну да, действительно это касается обслуживания 100%. Просто нужно выявить именно в каком моменте. В каком моменте именно нужно сделать упор. Либо это приветствие, либо это увеличение среднего чека, либо выявление потребности, либо закрытие на сделку. Ну то есть 5 основных моментов, которые нужно обязательно проверить, чтобы сказать, кто лишнее звено. Да? Самое слабое. Вот, ребята, которые работают, стараются, живо рвут. Рекламой занимается вот и управляющий, как зовут? Александр. Ага. Вот, да, чувствую себя шпионом, короче, вот, прицепил микрофон. Мне отдадут деньги, я с этими деньгами должен буду ходить по этим ломбардам и что-то купить. И просто посмотреть обслуживание, как они обслуживают, вылизывают, там всякое разное делают. На самом деле распространенная проблема, когда вот трафик нагоняется, да, люди стараются, все условия создают, а продавец просто продавец. Да, вот эта проблема на самом деле тоже очень такая острая, да? Рекламу делаешь и все такое, стараешься, человек приходит, а обслуживание хреново. От этого продажи падают. Да? Реклама, а лучшая реклама это рекомендация друзей. То есть, сарафанное радио. Например, да, сарафанное радио. Если человека хорошо обслужили, он по-любому рекомендует друзьям. Это все. А тут уже другим и дальше. То есть все на сервис упирается. Вот так вот. Наша шпионская тачка едет до первой точки. Это ломбард какой? Аванс. Поедем там, посмотрим, как с обслуживанием дела обстоят. Вот смотрите, какая крутая тачка. Шпионская. Романтика. Вот почти подъехали к первому пункту. Внутри я не буду снимать по понятным соображениям, чтобы не было лишних вопросов, чтобы не было. Сейчас я зайду и посмотрю. Задача моя будет заключаться в том, как они вообще обслуживают, через какое время ко мне подошли, что-то спросили, какие-то обработали ли мои возражения, вообще качество обслуживания, вот моя задача. Сейчас зайду и посмотрю. Все это буду записывать, кстати, аудио, вот, через этот микрофон, а потом просто, с ребятами уже оценим, на каком уровне обслуживания идет. Ну что ж, первая точка пройдена. Такое ощущение, как будто их кто-то предупредил. Такой хороший продавец попался. Сейчас поедем на вторую точку. Поехали. На мой взгляд, по обслуживанию вообще никаких проблем не было. Зашел, начал смотреть, быстренько подбежал молодой человек, сразу спросил, что нужно. Рассказал, вот, допустим, если брать, то если я человек, не разбирающийся в технике, то он рассказал, что как есть, почему такая цена, как безопасно ли вообще такую штучку покупать и все такое. Все возражения, можно сказать, которые могли у меня возникнуть, он сразу на корню все решил. Это мне очень понравилось, то что, если бы я действительно покупал, я бы, наверное, точно купил. Потом он понял, походу, то, что я немножко сомневаюсь, и сразу же предложил скидку. По-моему, это тоже большой плюс. Будем думать, то, что его никто не предупредил, и действительно этот продавец очень хорошо работает. Мне он понравился. Сейчас поедем на вторую точку, там посмотрим, как у них дела обстоят. Раз, проверка звука. Вот такой у меня шпионский гаджет. Буду записывать на микрофон, все, что там происходит. Сейчас вот подъезжаем ко второй точке. Торговые ряды московские, по-моему, да? Сейчас зайдем туда, посмотрим, как у них обслуживание. Вторая точка тоже есть.
я ничего не купил. В принципе, продавец тоже был хороший. Как зашел, сразу спросил, что надо, на какую цену рассчитывать. Хотя нет, про цену он не спрашивал, вообще спросил, что нужно для начала. Я сказал, что вот в пределах 7000 рассчитываю что-нибудь купить. И я не купил не по той причине, что продавец был какой-то неправильный, а просто потому, что в наличии не было такого товара, который мне бы подошел. Можно ли считать минусом то, что он не предложил мне скидку? Допустим, там был один телефон Philips, который мне понравился, и он стоял ценой там, стоил 8100 рублей. А у меня просто изначально такая легенда была, то, что у меня 7000, чтобы телефон купить. И у меня, получается, банально денег не хватило на этот телефон. А если бы он мне предложил скидку, тогда я бы взял. Вот. А по качеству обслуживания, я думаю, что у них тоже очень хорошо было все. То, что, ну, продавец такой приветливый, хорошо разговаривает. Может быть, это из-за меня, потому что я тоже человек болтливый. Может, я его болтал, не знаю. Но если так оценивать, бывают продавцы, которые вообще ничего не говорят. Заходишь, а там они сидят в доту играют. Если вот с такими сравнивать, конечно, этот продавец тоже хороший, как бы свою функцию очень хорошо выполняет. Я думаю, что да, он со своей задачей справился. Меня больше всего напрягает само название, то, что это ломбард. Если бы там по-другому как-то называлось, комиссионка или, ну дает понятие, то, что этот бэушные телефоны по дешевой цене продают. Я вот, допустим, не знал до тех пор, пока не зашел в ломбард, то, что там телефоны именно по такой цене продаются. Ну, то, что я думал, ломбард это место, где вот только принимают. Вот из-за этого, наверное. Подошли к третьей точке. Магазин ломбард. Ломбард Гарантия называется. В прошлый раз я сюда подходил, тут обслуживание не очень было. Сейчас зайдем, посмотрим. Ну все, третья точка пройдена. Там обслуживание было тоже хорошее. Я как зашел, там единственный покупатель был, посетитель. Он сразу подошел, тоже спросил, в чем я нуждаюсь, на какую цену ориентируюсь. И как бы подробно показал, рассказал. Очень хорошо то, что мне там сделали скидку, тоже на уступки пошли. И можно было бы сказать, то, что у них обслуживание хорошее, но я заметил одну штучку очень странную. Когда они обслуживали меня, к ним заходили очень много человек, 5 или 6, там, даже больше, наверное, человек. И я заметил то, что некоторых людей они вообще к некоторым не подходят. То есть они занимаются мной, там, в принципе, одна девушка сидела, она могла бы тоже встать, как бы заняться другими посетителями, да, клиентами, но она этого не делала, сидела и просто уткнувшись в компьютер. Вот это, думаю, какой-то минус. Потому что, два человека могли там одновременно же обслуживать 4 клиентов. Вот меня одновременно, и тот парень мог бы еще с кем-то дополнительно общаться. И вот, получается, они вдвоем начали меня обслуживать, как бы почувствовали то, что я реальный покупатель. И сразу начали как бы копаться и все такое предлагать, и все такое. Были другие клиенты, которые заходили, просто смотрели и просто уходили. Вот это меня как-то немножко смутило. Потому что если брать меня как в качестве клиента, для меня это, конечно, хорошо, а для самого магазина это, наверное, не очень хорошо. Потому что в то время, когда вот обслуживается один человек 2 продавцами, можно было бы еще больше клиентов обслужить. Вот такой вывод сделал. Еще такая мысль появилась. Походу, вот эта проблема с клиентами, да, с обслуживанием, это системная ошибка, а не продавцов. Почему?
Потому что нету четкой схемы именно обработки входящих клиентов. Допустим, вот как я и говорил, в третьей точке я зашел, они почувствовали то, что я потенциальный покупатель, и сразу начали меня обслуживать вдвоем. Могли вот во время, когда меня обслуживали, очень много народу заходило, уходило. Если бы там система изначально была выстроена таким образом, что всех клиентов надо каким-то образом касаться, обслуживать, то думаю, что продаж было бы больше, обслуживание. Еще заметил то, что у них, может это не к месту, конечно, у них нету вот кайфа от самого товара. Я знаю по себе то, что продавец в том случае хорошо продает, когда он действительно сам, очень, как говорится, самому ему товар нравится, и он хочет действительно продавать. Вот я заметил такое вот у первого продавца. Тот парень вообще отлично был, как бы сразу понятно, что он фанат, и как бы с улыбкой, там очень вежливо и хорошо предлагает, продает. Во второй точке тоже такого не было. Я вот подозреваю то, что во второй точке, если бы там действительно зашли несколько покупателей одновременно, то там такая же картина была бы, как и в рантье. И вот у второго продавца тоже не было, как сказать, внутренней радости, когда продаешь какой-то товар. Я думаю, что комиссионка, это же тот магазин, который там продает, получается, уже бэушные телефоны. И люди, которые этим занимаются, действительно хотят какую-то ценность подать, да? Они же должны как-то позитивно все это делать. Но вот, к сожалению, в последних двух, но во второй и в третьей точке этого не чувствовалось. Чувствовалось то, что это работа, как бы люди, уставшие от работы, сидят там, что-то делают, как бы, кроме, такое ощущение складывается, как будто, кроме вот клиента, у них есть какие-то другие заботы. И между делом они быстренько обслуживают и как бы не ставят первую там в приоритет обслуживание и конкретно продаж. Вот это такая мысль еще была. На сегодня последняя точка, 4-я. Абсолют называется, магазин Ломбард. Сейчас зайдем, тоже посмотрим, протестируем, как говорится, продавцов. Четвертая точка тоже пройдена. В этой точке та же самая проблема, что и в третьей. То есть я зашел, смотрю, очень много народу было, продавцы обслуживают этих людей, а я ходил там специально засек время, где-то минут 8, даже больше, наверное, 8 минут стоял и смотрел ноутбуки, ко мне никто не подошел. И просто я спросил, можно ли посмотреть ноутбук, и после этого только обратили на меня внимание и начали как бы обрабатывать. Из плюсов могу сказать то, что они сделали скидку. Из минусов там было очень много пьяных людей. Те люди, которые там пришли сдавать технику. И вот это, наверное, играет огромную роль. Создает именно атмосферу негативную атмосферу создает именно для покупателей. Вот. Это самый большой минус. В таких местах как бы не очень хочется даже вот покупать что-либо. Хоть даже по такой цене. Но не знаю, как-то... Если вот этот вопрос решить, думаю, что продажи были бы гораздо лучше. Пока что все. Я вот сейчас вернулся в точку. Там, где вот головной офис их. Сейчас зайдем, посмотрим, что да как. Просто дело в том, что в продавцах дело. Будут хорошие продавцы, собственно, и можно так. Вот насчет кабелей и так далее, ты сам спрашивал или тебе предлагал? В первом магазине сами предложили, во втором магазине я вообще ничего не купил. Ага. Меня еще тронуло то, что к ним подошли какие-то люди, хотели сдать iPad второй. Они оценили как-то негативно оценили и сказали 3000, короче. А те бедные сказали, о, нет, и ушли. И для меня, как для покупателя, это тоже как-то негативно отразилось. Потому что я сразу подумал, они покупают за 3, потом мне продадут за 11. Я как бы тоже подумал, ни хрена себе, почему так, да. Понятно. А вот в 4-й точке у меня вообще один негатив был конкретно. Да? Ага. Трешак, да? Да, вообще трешак.
Но они тебе что-то продали помимо ноутбука? Помимо ноутбука нет, ничего. Что не предложили? Нет. Ничего не предложили, ничего. Просто еще он как бы немножко нагрубил этот продавец мне. Да? Я говорю, давайте скидку мне сделайте. Он говорит, вы что, когда хлеб покупаете, тоже-то так торгуетесь, что ли? Приходите как на рынок, короче, зачем торгуетесь? Говорю. Я говорю, ну как бы хлеб и ноутбук, разница есть. Если сэкономить, если возможность сэкономить 1000 рублей, почему бы нет? Он подумал, ну 500 рублей могу скинуть. Нифига себе. Да. И поэтому, ну как бы взял. Мое мнение, да, вот лучше отдельный магазин сделать. Конкретно в этих точках только принимать, продавать в отдельной одном каком-то другом магазине. Мы можем, например, продавать в Авансе, но там будут и залоги, и продажи. То есть там же как две кассы. В одной кассе будем продавать отдельно, чтобы далеко были, а в другом чисто залоги принимать. Тоже так можно сделать. Нет, ну в том-то и дело, вот если даже там хорошее обслуживание будет, да, ну это мое мнение, если даже там очень хорошее обслуживание будет, то одна и та же точка там, где сдается и там, где продается, это, по-моему, не очень хорошо. Ладно, что еще скажешь? Но вот скажу именно в отношении к товарам, продавцу. Вот вторая, третья, четвертая точка, у них было видно, что они не особо рады своим товарам. То есть они как бы уже видно то, что к ним люди приходят, негативно сдают и все такое, не могут выкупить и все такое, а они просто этот товар как бы продают, да. И не было такого, что о, это крутой, офигительный товар, всего лишь вот за такую цену я бы сам себе купил и все такое, да. Не было такого. Поэтому для меня, как для покупателя, я беру и как бы подкрадываются какие-то смутные сомнения. Типа сломан. Да. Я поэтому специально спрашивал в каждом магазине там, какие гарантии, то, что это не криминал. Они говорили, в первом, во втором очень хорошо объяснили. В третьем там объяснили, но не так доходчиво. А в четвертом вообще как-то странно объяснили. Как? Что-то там сказали. Ну ты записал все, да? Да, я записал все. Скинешь? Да, скину. Вот, так что такой у нас сегодня день. Задача, по-моему, очень интересная. Опыт именно... Как называется? Таинственный. Тайный покупатель. Я думаю, что такая штучка вообще может быть иметь место, да. Вот, допустим, одну тест такой сделали и очень много определили конкретно для бизнеса, да. Ну, подтвердили некоторые догадки. Ну по факту. Одно дело посмотреть по цифрам и анализировать, да? Другое воочию убедиться, что именно так. То есть есть же такое понятие человеческий фактор, который ни одна аналитика не предугадает просто. Ну все, отлично, работа, Эдвард. Большое тебе спасибо. Будем тебя еще приглашать. Да, Спасибо. круто. Ну все, всем пока, до связи.